Хотел подзаснять. Всем привет. Что-то на титу батарейка оказалась севшая. Ну вот к Алдану подъезжаем. Гора белая. Это спуск. Отсюда можно, в принципе, на нейтралке прикатиться в Алдан. Все время тут вниз, вниз, вниз. Получается 49. Это мне, видите, не улыбается. Что-то да, я чуть не вовремя подъехал. Травы со стоянки вышли. Седьмая. На 7-й останавливается. Это мощная техника в односкате. Ну, видите, опоры под лэп. Это ему надо в такие места заезжать, что по-другому никак. Все везде сухо. Так, а что у меня на 7-й она вообще останавливается? Вроде 4,7, а там еще метр зазора. Тут высокий, да, мостик. Это вот перед Большим Немныром, там низенький, он весь побитый. Что будем, получается, хотел поснимать. Природу будем снимать, как самосвал везут. Минус 4 на улице. Ну тут везде минус. Сейчас, наверное, в Алдан приедем, там может плюс будет. А ночью до 24 было в Хатыми, когда проезжал. Тут он только тает, начинает. Ты спускаешься, тут и природа сразу такая побогаче. Ну, когда по Алданскому Нагорью там идешь, там, в принципе, такие кедровые свани, просторы проглядываются, а тут все в елках. Так, ну сейчас они покатятся, укатятся, хоть дистанция, чтобы была. Хотел приколоться на нейтралке, прикатиться в Алдан. Но тут она и так катится без нейтралки. А тогда это 29 марта. Тут весна вот-вот начнется. Ну, не видно еще, что текли ручьи там. Все везде в снегу. Ну, под снегом, может, уже там и пошло какое-то движение. О, останавливаются. Решили что-то они с одной стоянки на другую. Перебазировка. Да, надо держать на горняке, то будет скоростуха. На первом положении просто еду, чтобы она не разгонялась дальше.
слишком, конечно, это заранее. Алдан начал снимать, но... Алдан краем сейчас же проезжаем. Как бы видно в стороне его. Раньше дорога через него ходила. Столица, как бы, золотодобычи в Южной Якутии. Ну, все базы там материально-технического снабжения, там офисы, наверное, все тут. А добыча уже в основном где-то по тайге. Ну, только Нижний Куранах, там золотоизвлекающая фабрика стоит, которая с карьера там бивазами возят. Ну, такие 90 тонн, по-моему, там максимально грузоподъемность. Вот они через дорогу там перебегают. Когда Нижний Куранах. Ой. Вот такие волны встречаются. А тут все вот это раньше было перекопано, сейчас оставили в покое. Тут же Арачон поселок, Арачон 1, Арачон 2. Вдоль речки этой одноименным названием Арачон, как неудивительно. Все перерыли еще с 30-х годов там. Даже драги тут стояли. Ну, это как она выглядит, как трехэтажная пятиэтажка. Здоровая такая, на поплавках, под нее как бы заводь делается такая. И она, ну, как на цепной подаче, там ковши эти. И все, она из-под себя поднимает грунт. И промывает внутри там все. Ну, промприбор, все внутри смонтированная, она как бы на поплавках там ходит туда-сюда по реке. Потом, оба, она золото. Ну, сейчас что-то драк, по-моему, уже рабочих, не знаю, кто тут местный. Есть тут где-нибудь рабочие еще драги? Раньше вот Соловьевские они стояли вдоль дороги, вот здесь были. Ну, это давненько, наверное, 90-х еще годах, может, что-то. Это мы все катимся. Ведь тут все время вниз дорога. Там в одном месте чуть-чуть подъемчик будет. Скорость потеряется. О, видите? Гиперскорость набрал, стекло засвистывать начинает. А тут я как-то возил этот Камацу 355. Ну, еще в Нерингре, когда жил, на Ивеке. Ну, и загрузили. Мне объяснили, тут поворот сейчас будет на компрессорную. Говорит, приедешь и возле КПП его выгрузишь. Ну, хорошо, я загрузился и поехали. Вот так. Ну, что тут ехать, 280 километров. Принеслись, ночью выгрузили его возле КПП и... Может, там в 2 ночи, может, что-то такое. И по коробке и назад пустым. С утра звонят. Говорит, надо было в другое место, а я уже дома. Это хорошо. Их трау поехал. Такой же. Он своего вывез и моего потом забрал. Короче, слишком быстро выполнил и качественную работу. Вот это вот, видите, тут вся вот эта низина, она вот так вот спускается параллельно дороге. Будем переезжать эту речку Арачон. Ну, как в Алдан заедешь. И вот оно все тут, по-моему, не один раз перекопали. Километр, в общем, на подходах к Алдану.
Ну что у нас это? Расход подрос 32,3 стал за 8000 километров. Ну тут после Читы как бы только в одну сторону он. Тут участков для экономии только вот этот один можно скатиться. Вот как я сейчас вот тут чуть ровно, она скорость теряет. Ну а дальше опять потом вниз покатиться. Надо на горняке ехать. А то можно в Алдан залететь километров 120 в час. Без использования газа. А, вот этот подъемчик надо подгазнуть. Ну или надо было там машину не держать. Если бы на всех парусах летел бы, то тут бы с потерей скорости выкатился, может. Включая газу там, вот и пошла не экономия топлива. Так, это у меня от ТОшки стоит в Челябинске. Я делал 9900. Я с замены масла проехал. 30,5 расход. Это 14 тысяч неизвестно откуда. Подъем, наверное, не преодолеешь на нейтралке. Ну, он легенький, но... Сейчас, наверное, до тому-то доеду, там пойду. Обеда-завтрак устрою. По минимуму, конечно, это все красоты мимо. Ну, в общем, едем. Видите, дороги Якутии в целом неплохое качество. Где знак стоит, неровная дорога. Просто его далеко видно. Уже раз горничком подкатываешься, 50-60 не ошибешься, да и все. И можно спокойно ездить. А так, конечно, да, если наваливать, тут есть места, где можно катапультироваться. Не видно, в принципе, и просторов, ничего, да. Ладно, сейчас. Все заросло, в общем, виды отсутствуют. Это Арачон 2 поселок. Ну, тоже его все забросили, ничего нету. Ну, когда тут участки были, разработки. Тут, в принципе, вон, как в карьере уже повыбирали, вот там порода видно, что, не знаю, или на ПГС это все. А вот этот поворот на, видите, Транснефть, НПС какая-то, насосоперекачивающая станция. Вот сюда бульдозер, ну там поднимаешься вверху, и там КПП у них. Я вот десантировал и домой скрылся. Ну а что, мне дали подробные инструкции. И этот бульдозерист там уже на месте был. Ждал свой бульдозер. Или мы с ним ехали, что я не помню. Но... Короче, факт десантирования был. Все эти удивились, как я вообще... Их машина еще сюда не доехала, а я уже дома сидел, выгрузился. Еще как дача, наверное, что-то. База какая-то, да. Так, видите, асфальт высох, а так чуть вправо-влево все, снежная дорога везде. Ладно, включусь в Алдане, в общем. Так, я в целом все доложил обстановку. Едем, 29 марта. Все отлично.
Алдан. Тысяч сразу. Тут заправка все время есть. Керосин, у них отдельная колонка. Ну и Арктика. Ну, может, сейчас уже нет, но зимой всегда. Тут, видите, обвод цивилизации. По трассе едешь никого, все здесь, оказывается. А, это Артасава река. Ну и на ней тоже драги. Что-то я Арачон ее назвал. Ну, ручей Арачон, наверное, там. А раньше дорога вот сюда заруливали и через Алдан ездили. Ну, это прям давненько уже было. Теперь туда нельзя грузовикам. Ну, я как-то ездил, тут база Селигдара выгружался. С Артема. Какая-то это. Ну, в бигбэгах что-то там. Что-то вкусненькое. Для золотодобычи. Такой подъемчик мощный, без разгона. Она на 10-й. Ну, вон видно, он весь такой на горах, на сопках. Так, и тут у нас светофор поставили. В прошлый раз его не было. Раньше был знак «Уступи дорогу». Что, я успеваю, нет? 12 секунд, 11, 10, 9, 7, 6, 5. Прикиньте, успел. А раньше «Уступи дорогу» останавливаешься, и потому что там подъем же с той стороны, им как бы, не знаю, вот сейчас они на светофоре там будут, наверное, развлекаться. Если на красный попал в подъем, потом не тронешься. Ну, там грузовики редко ездят. Вот тут ЖД вокзал. Аккуратненький такой. Ну, это ветка, получается, не РЖД, а она от Нерингри. Грузовой, по-моему, начинается. Или, ну да, Нерингри грузовая станция, и от нее уже дальше вот ветка до Нижнего Бестяха. Ну, нормально так, вагонов там у них на станции. Одноколейная такая. Ну, есть разъезды там, всякое такое. В общем, как БАМ одноколейный, так и тут. Построили-то железные дороги Якутии компания. Ну, как там, республиканская, частная, наверное. Так, ну, Алдан весь в стороне, в общем, как вы поняли. Сейчас из-за поворота будет видно частично. Ладно, выключусь туда сейчас. Потому что минимум информации здесь. Просто ровный асфальт. Ну и еще частично Алдан. Ну, в целом, что город живет, есть что делать. Ладно, в общем, дальше в Томот заскочим. Так, а это у нас впереди Нижний Куранах. Тоже тут золотоизвлекающая фабрика мощная. И километр 666. Так, для ориентиров. А я до Томота еду, сейчас в Томоте запаркуюсь. Надо это. Что-нибудь, может, подзагружается. Нижний Куранах. Аурум. Видите?
Табличка прямо из чистого золота. Наверняка просто все думают, да ну нет. А она из золота. Так, не пилите, я пошутил, если что. Настолько богато. Здесь что на въезде, да, сделали. Так, ну и все, пошла объездная. Короче, люди работают, все нормально. Ну, на магаданских номерах. Какой шикарный трал. Так, только я что-то его как-то медленно обгоняю. Так, обзор трала. А, это Ситрак 6х6. Аппарат, короче. Ну, трал сам тонн 30, наверное, весит. Ну, сколько вот полоса, он полностью в полосе. 3,5, наверное, да? Даже не 3 метра. Погнал на Магадан. Так, ладно. Сейчас будет этот переезд, где БелАЗик из карьера вдруг попадется. Это тоже широкий, видите? Короче, два широких. Века. Откуда на маленьких колесах? Ну, у того нормальные, в принципе, большие колеса. Ну, тоннаж, наверное, 90, наверное, можно возить. Ну, на магаданском вот этом трале. 4 оси до спарках без внутренних, в общем. А, вон он, блин, БелАЗ проскочил. Быстрее газу даю. Ну, они, это получается Игорь, вот здесь в Куранахе живет. Он работал. А сейчас уже на пенсии, этот занимается творчеством. Вот мы как-то с Максом ехали, он меня вот даже под рукой. Видите, какой? Ну, видно на солнце вот карта Якутии. А тут прямо вот моя машина. Ну вот, все видно. Гравировка получается. Реал Трак, все написано. Машина с номерами по горам едет. Не знаю, ну должно быть на камеру, да, видно? Вот так. Якутия 2022. У нас вот тут как раз встретились, он нам с Максом такие подарки выдал. Ну, потом еще как-то виделись. Так, 5-литровка, это если что, масло стоит у меня, до сих пор не перелил его. А канистру купил с незамерзайкой. Она лежит в бардачке. Как раз полная. А вот сейчас можно, да, будет ее вылить уже. Так, убежали, да, они, наверное. Они тут редко катаются. Нету. Ну хорошо, тут они нас пропускают. Они как сюрпризы выскакивают. Это обидно, конечно. Ну, в общем, 90-тонники. Ну, не БелАЗы, а, по-моему, там катерпиллеры какие-то или что-то еще. Тут не едет. А, ну он вдалеке, он. А, то погрузчик вообще. Ну, в общем, движуха есть тоже. Ладно, ну погнали к Якакиту спускаться. Тоже сельхозточка здесь такая. Ну, как бы картошка растет, все у них. Теплицы там стоят. Сейчас поближе будем. А, ну вот, видите, какие карьеры. Вон там даже бурят под взрыв, наверное, буровые. Вот это все БелАЗами на фабрику. Она измельчает и добывает там, ну, наверное, не только золото. По факту мы вот тут по дороге едем, под нами тоже все это есть.
что тут, ну, считайте, вот эта гора, она вся содержащая. Это круто, спуски какие-то. На 9-е аж 2000 оборотов на 3-м положении. Ну тут не надо раскатываться, потому что там поворотик будет такой перед мостом. И если будет скользко, то можно не попасть. А тут, видите, как-то даже и мокро. А вечером будет это мокро, станет скользко. Вот тут, видите. И вот туда, бывает, заезжают. В прошлом году был там, да, кто-то в кювете. Ну, все местные знают. Они местные, получается, проверка на бдительность. Река Якукит. Ну, уже есть там вода. Вода идет уже. Видно проталине. Дальше теплицы есть. Как вот этот светофор. Ну типа, ну, на скорость он зеленый же, когда нормально едешь. Получается, авария такая в Хатыми была. С заправки джип выезжает. Ну, эта мордочка зеленым улыбается. А Мерседес, ну, подъезжает быстрее. Она хоп, красным загорелась. Этот с заправки, который выезжал, подумал, что, ну, как светофор. Взял и остановился. Вот эти теплицы. Ну и Мерс как ехал и догнал его сразу. Так он в кафе аж приехал. Сработало рефлекторно, типа зеленый-красный. Ну и вот тут в низинках что-то сажают. В общем, нормально сельское хозяйство тут есть. Видите, как поля. Просто не знаю, проезжал там, ну, точно не картошку они тут засаживали. Ну это как у местных раньше вот покупали. Якутская эта картошка. Ну или в Соловьевске тоже там частники продавали всегда мешками. Ну когда не так просто было с этим всем. Ладно, в общем, едем дальше. Добрались до Томота. Тут ЖД вокзал, видите, как это, юрты. Как чумы, наверное. А тут, видите, Том. Подъезжаешь и в зеркале отражается Томот. Ну, тут они недавно поставили, кстати. С той стороны такая стояла. Так, а тут стоянка что-то полная. Битком просто. Шиномонтаж здесь имеется. Это заправочка. Надо будет заправиться. Ну, потом постою. О, я сюда к рефам. А, хотя как я туда заеду? 85-90 дизель, 63-50, что ли? 92-й. Тут у них туалет, душ.
И что-то я так понял, что с парковкой это будут проблемы. Что-то как-то стоят. Там вот вроде есть место, но туда как туда попадешь? А, там самосвал. Что называется, скоро закрывается переправа. Все грузовики прут косяками, как на нерест. Так, ну и что получается, что я в Тамоте не постою? А мне все равно заправиться надо. Неожиданно, конечно. Неожиданно совсем. Тоже тут как-то так встали, что не зайди. Там место вроде есть. Это китайский этот товарищ. Просто боком. Короче, сейчас развернусь там на перекрестке. Вот на этом, наверное, поедем заново. Заново в Томот заезжать. Ну, на заправку по-любому сейчас. Или ладно, не на этом. Тут недостаточно ровно. Короче, краткий обзор Томота. А тут у них поселок Синегорье. Ну, не знаю, он вроде как в том же Томоте, но называется по-другому. Так, а я где разворачиваться-то буду? Сзади никого. Вот Синегорье, тут все из новых домиков. А уже сзади кого, да? Куда? Так себе тоже разворот, конечно. Не пострадало ни одно колесо, но лучше так не делать. Ну я что, нарвался на сюрприз с парковкой. Сейчас заправлюсь, дальше сориентируемся. Ладно. Как говорится, все интересное заснял.